На вершине реки Кубань, близ самой большой горы, прозываемой Эльбрус, живет народ, прозываемый карачаевцами, который добронравнее других горских народов. Донесение генерала Гудеовича Екатерине II, 1791 год. Карачаевцы – нейтральный народ, живущий у подошвы Эльбруса. Отличается своей верностью, красотой и храбростью. Лев Толстой, 1894 год. Карачаевцы и балкарцы являются исконным, коренным населением гор и предгорий Кавказа. Елена Алексеева, советский ученый, доктор исторических наук, 1967 год. Меня очень удивило, что карачаевцы, среди стольких варварских языков, на которых говорят окружающие их народы, могли так чисто сохранить тюркский язык. Арканджело Ламберти, итальянский ученый, 17 век. Карачаевцы принадлежат к самым красивым жителям Кавказа. Юлиус Клопрот, немецкий ученый. Аланами менгрельцы называют карачаевцев, живущих на северном склоне Кавказского хребта, близ Эльбруса, у истоков реки Кубань. Про человека, известного своей силой и храбростью, менгрельцы обыкновенно говорят «молодец, как Алан». Цагарели, грузинский историк, 19 век. Аланы являются тюрками, которые приняли христианство. Абуль-Фида, арабский историк, 13 век. Гостеприимство, радушие, трудолюбие, честность – отличительные черты карачаевцев. Георгий Димитров, болгарский государственный деятель. Карачаевцы раньше других народов научились приготавливать кефир-гыпы при помощи кефирных грибков. Валентина Невская, советский ученый, кавказовед. Большой популярностью пользуется карачаевский айран и сыр. Хычын – жареный ягненок на вертеле, сохта по-карачаевски. Агурли Марчанов – известный адыгский повар. Карачаевцы – отличные пастухи, знают в каком месте, как и когда откормить барана, коня и прочее. Александр Кирш, русский ученый. Карачаевские барашки известны всему Кавказу своим особенно нежным и вкусным мясом. В этом случае они могут соперничать с барашками с острова Уайта, мясо которых составляет гордость королевского стола в Англии. Василий Патто, русский военный историк. Карачаевцы разводят лошадей прекрасной породы. Среди них есть такие, которые в Европе стоили бы до 2000 франков. Жан-Шарль Дебес, венгерский ученый, 19 век. Сейчас, как и в древности, тюрки, балкарцы и карачаевцы именуют себя этнонимом Алан. Мирфат Ахзакиф, академик. Карачаевцы отличаются силою и грациозной поступью. Они очень стройные, плечистые и мускулистые. Цвет кожи белый и румяный. Волосы русые, редко темные. Павел Ковалевский, русский ученый, кавказовед. Почти все аланы высокие ростом и красивы видом. Волосы у них русоватые. Взгляд, если не свиреп, то грозен. Амиан Марцелин, римский историк, 4 век. Народы правого фланга, зная воинственность карачаевцев и их запальчивый характер, боятся их трогать и живут с ними мирно. Забудский, капитан генштаба российской армии, 19 век. Күні жырламағыз таулада, атлы өтпеді саулықта жашырдым. Қара қойла сойылырла қуанышта, ей алла сақ болғыз.